Октябрь 1999 года стал для нас, чеченцев, месяцем боли и испытаний. Это время, когда наш народ подвергся безжалостной агрессии, а наша земля, наши дома, наши мечети, все, что нам дорого, стало мишенью жестоких атак. Мы помним эти дни, как кровавый след в истории, и обязаны напомнить об этом каждому, кто пытается забыть или предать. 7 октября село Элистанжи, наш родной дом, мирные жители, наши отцы, матеря, дети стали жертвами авиаудара. Более 35 человек погибли, свыше 60 получили ранения. Никто из них не был воином, никто из них не держал оружие в руках, но даже это не остановило врагов от обрушения на них своей силы. Мы не забудем этих лиц, мы помним каждого, кто был лишен права на жизнь в этот день, и молим Аллаха о покое для их душ. 21 октября российские ракеты обрушились на сердце Грозного, мечеть, родильный дом и центральный рынок. Враг не пощадил ни священные для нас места, ни тех, кто нуждался в защите и помощи. Сотни наших людей, мужчин и женщин, стариков и детей, нашли там свою смерть. Этот день для нас стал напоминанием, что враг готов уничтожить все, что мы любим и почитаем. 29 октября 1999 года на Петропавловском шоссе, усиление Дойкуройла, Староюртовского района Чеченской Республики Ичкерия, российские оккупанты в упор расстреляли гуманитарный коридор чеченских беженцев, возвращающихся на Урский район из Веденского района Чараи. Жертвами этого бесчеловечного акта русских варваров опять стали невинные дети и их родители. В этот день на трассе Баку-Ростов, в непосредственной близости от селения Шамиюр, Ачкомартановского района Чеченской Республики, русскими военными была расстреляна еще одна колонна чеченских беженцев, пытавшихся покинуть пределы Чечни, но развернутая назад от границы с Ингушетией. Жертвами авианалетов боевых самолетов Су-25 у русских агрессоров опять стали беспомощные старики, женщины и дети, в том числе дети, не успевшиеся появиться на свет. Этот месяц был также отмечен множеством других кровавых событий, которые унесли жизни наших братьев и сестер. Каждый день, каждая неделя того времени стали испытаниями для нас, наполненными страданиями и утратами, которые невозможно забыть. Эти дни – наша боль, наша утрата и наша правда. И мы, чеченцы, не имеем права это забывать. Мы должны передавать эту правду, быть верными нашим мученикам, напоминать о ней тем, кто пытается стереть эту память, или еще хуже, пытается служить тем, кто принес нам эти страдания. Каждый, кто забыл об этих жертвах, каждый, кто склоняется перед теми, кто уничтожал наш народ, должен помнить, что он предает кровь, пролитую нашими братьями и сестрами, предает святыни, разрушенные ради нашей веры. Пусть они помнят, что мы будем стоять до конца и будем хранить эту память,